Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я приготовила для вас интересную сказку. Здравствуйте! Нет, я расскажу! Нет, сегодня я расскажу! Я расскажу! Я! Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я расскажу вам сказку. Сказку не простую, сказку восточную. Расскажу вам сказку про кошку и про мышку. Хотите послушать? Да, хотим! Ну что же, тогда устраивайтесь поудобнее, и вы устраивайтесь. Я начинаю. Рассказывают, что в древние времена кошка и мышь жили закадычными друзьями. Жили они на одном замечательном острове. Беззаботно и весело. Там было много птиц, которыми питалась кошка, а мышка питалась орехами и плодами каштанов. Однажды мышь сказала кошке: «Мне надоело торчать на этом острове. Как ты думаешь, не переселиться ли нам на берег?» «Да, так и сказала». «Ну, а как же мы переплывем море?» – спросила кошка. «Но это нетрудно сделать», – ответила мышь. «Я сделаю лодку из дерева». Притащила большой-большой кусок дерева. Она пустила в ход свои острые зубки и выгрызла углубление, в котором они с кошкой и поместились. Затем друзья сели в эту маленькую лодочку и пустились в плавание. В пути они почувствовали голод. Но ведь еды у них с собой не было, и каждая сидела в своем уголочке и пыталась уснуть. Наконец кошка задремала, а мышь решила пободрствовать, и она, чтобы утолить голод, стала грызть дно лодки. И всякий раз, когда кошка открывала глаза, мышка притворялась спящей, а кошка засыпала вновь. И так мышка грызла и грызла дно лодки до тех пор, пока не прогрызла. Вода начала просачиваться внутрь, и лодка стала медленно погружаться в воду. Скоро друзья оказались в воде. А так как кошка не очень любила воду, она разгневалась на свою приятельницу и закричала: «Я тебя съем!» Потерпи, пока выберешься из воды, а не то она увлечет тебя в свою пучину», — сказала мышка. «Успеешь еще меня съесть». Когда они выбрались на берег, кошка сказала: «Ну вот теперь-то я тебя точно съем». «Да, так и сказала». «Подожди, я обсохну», — ответила мышь. «Ты не сможешь меня съесть, пока я мокрая». Тут мышка воспользовалась оплошностью кошки и скрылась в маленькую норку. Напрасно пыталась кошка пролезть вслед за ней. «Я буду ждать, пока ты не выйдешь оттуда, обманщица!» — крикнула она мышке. «Долго же тебе придется ждать», — ответила та. «Я никогда отсюда не выйду». Вот какая была хитрая мышь. Кошка уселась у входа в нору и стала поджидать, когда оттуда покажется мышка. А мышь в это время принялась копать землю, проделала огромный длинный ход и вышла с другой стороны. И была такова. С тех самых пор кошка разучилась крепко спать по ночам. Она ночами прислушивается, не скребется ли где мышка, часами стережет ее у входа. А мышка никогда не вылезает из норки, если заметит кошку, сидящую в засаде. Вот какая у нас сегодня сказка. Я очень рада, друзья мои, что мы с вами живем очень дружно. И будем так жить дальше. Ну что же, а нам пришло время ложиться спать. Спокойной ночи, ребята. Спокойной ночи! Сладких вам снов, друзья.